Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире НВК Саха передача «Про авто 14». Мы обсуждаем вопросы и поднимаем темы, касающиеся правил дорожного движения. В студии работает Валерий Антонов. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Поговорим о совершенствовании системы с заместителем главного врача по медицинской работе станции скорой помощи Климовой Елены Михайловны. Кто виноват? Какие правовые последствия ожидает собственника транспортного средства при ДТП? Юные инспекторы. Как проводят профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит певица, ведущий организатор мероприятий Заряна Горохова. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор последних происшествий на дорогах нашей республики. В период с 13 по 19 сентября на дорогах Республики Саха-Якутия произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3 человек, получили различной степени тяжести травмы 15 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. ДТП со смертельным исходом произошли в городе Якутске и Вилюйском районе. В Якутске под колесами манипулятора погиб велосипедист. Вечером 15 сентября в дежурную часть госавтоинспекции города Якутска поступило телефонное сообщение о том, что на пересечении улиц Семена Данилова и Жирницкого произошло ДТП. По предварительным данным установлено, что около 19:30 часов мужчина 1976 года рождения, управляя автомашиной Isuzu Giga, совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая двигалась на велосипеде. В результате ДТП велосипедистка от полученных травм скончалась на месте происшествия. 17 сентября в 20:35 часов вечера в дежурную часть МВД по Вилюйскому району поступило сообщение, что на 508-м километре федеральной автодороги Вилюй произошло ДТП. Сообщалось о пострадавших. В ходе проверки информации предварительно установлено, что женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, двигаясь со стороны города Вилюйска, совершила наезд на прицеп автомобиля УАЗ, груженный строительными материалами. В результате ДТП пассажир иномарки 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Женщина-водитель Toyota скончалась по пути исследования в медицинское учреждение. Со слов водителя УАЗ, как только он остановился на правой части проезжей части ближе к обочине, чтобы проверить прицеп, резко почувствовал удар. Авария произошла в темное время суток. Для установления всех причин и обстоятельств происшествия материалы переданы в следственные органы. Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные метеорологические условия, в частности видимость и направление движения. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дороги, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно габаритным фарам могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. С началом нового учебного года стали выявляться следующие случаи. Сотрудниками ГИБДД был оштрафован директор школы, организовавший перевозку группы детей. Школьники перевозились с многочисленными нарушениями правил перевозки. Управлением госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия в адрес Министерства образования и науки, Министерства спорта Республики, главам муниципальных образований и городских округов неоднократно направлялись информационные письма о необходимости неукоснительного соблюдения требований, предъявляемых при осуществлении организованной перевозки групп детей автобусами. Кроме того, субъектам транспортной деятельности, в том числе руководителям образовательных организаций, были внесены предостережения о недопустимости нарушения правил. Однако нарушение организованной перевозки групп детей автобусами в республике допускается регулярно. 9 сентября директором одной из муниципальных образовательных школ Татинского района была организована перевозка группы, состоящей из 9 детей. Учащиеся 8 класса с 2 педагогами следовали на микроавтобусе УАЗ по маршруту село Депдерге, село Черкех.
Инспекторами ДПС были выявлены многочисленные правонарушения, транспортное средство эксплуатировалось с внесенными изменениями в конструкцию, были установлены дополнительные сиденья, не оборудованные ремнями безопасности, с превышением количества перевозимых пассажиров. Школьников перевозили в автомобиле без маячка желтого цвета и опознавательного знака «Перевозка детей». Ни водитель, ни педагоги не смогли предъявить полицейским маршрут перевозки и договор фрахтования. Кроме того, водителю вручено уведомление об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а директору школы представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Информация о нарушении правил перевозки детей направлена в прокуратуру Татинского района для принятия мер. Напомним, что санкция, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение правил организованной перевозки групп детей автобусами, влечет за собой наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей, на должностных лиц 25 тысяч рублей, на юридических лиц 100 тысяч рублей. Госавтоинспекция напоминает, прежде чем начать перевозку, необходимо ознакомиться с правилами организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года номер 1527. Уведомление о поездке подается в Госавтоинспекцию не менее чем за 2 суток, в межрайонном сообщении, в городском и пригородном не менее чем за сутки до начала перевозки. Рекомендуем подавать уведомление о перевозке групп детей автобусами через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, следуя инструкции, выбрав поле сервисы, далее уведомление о перевозке групп детей, далее отправить уведомление, далее заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы. По возникающим вопросам, касающимся организованной перевозки групп детей автобусом, можно проконсультироваться по телефонам 8 41 12 45 45 83 Управление ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, в городе Якутске 8 41 12 45 40 34 Отделение ГИБДД МУ МВД России, Якутская. Авария – это всегда неприятная история, отнимающая много времени, сил и нервов. В следующем сюжете мы узнаем, что и кому должен возмещать виновник аварии по закону. Став участником аварии, стоит понимать, что грядет ответственность, и начать действовать так, чтобы не усугубить ситуацию. В первые секунды после происшествия самое главное – справиться с эмоциями. Ни в коем случае не трогать с места транспортное средство. Успокоившись, важно включить аварийную сигнализацию и установить аварийный треугольник в городе на расстоянии 15 метров, за городом в 30 метрах от места аварии. В темное время суток, выходя из машины, обязательно наденьте светоотражающий жилет. Невыполнение обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествием, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. В экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию. Если же в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств. Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место ДТП, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о ДТП может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, то есть с использованием Европротокола. Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы о ДТП не могут быть оформлены без участия полномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция напоминает, что категорически запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия.
Дорожно-транспортный травматизм, занимая первое место по числу погибших и второе место по числу травмируемых, становится серьезной медицинской проблемой, ведь основным фактором спасения жизни пострадавших в ДТП является немедленное оказание медицинской помощи. О том, как медицинская помощь совершенствуется, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Наш сегодняшний гость – это заместитель главного врача по медицинской работе Елена Михайловна Климова. Здравствуйте, Елена. Итак, как же, в общем, функционирует система оказания медицинской помощи? Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Оказание помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях начинается со звонка или пострадавшего, или очевидца дорожно-транспортного происшествия. При этом звонок поступает на пульт диспетчерской скорой помощи. При этом пациенты или очевидцы обычно сообщают адрес точный, ориентиры и, по возможности, количество и тяжесть пострадавших. Диспетчер в зависимости от этого формирует количество выездных бригад на дорожно-транспортное происшествие и их специализацию. То есть у нас есть в наличии бригады линейного характера, также 2 бригады анестезиологии и реанимации и бригада кардиологической помощи, потому что пострадавшие, они могут быть разными, да? Поэтому от этого формируется, значит, количество бригад. Также, значит, если это не окружной город Якутск, бригады скорой помощи выезжают из центральных районных больниц. Они поступают, эти пациенты, в травмоцентры 2 и 3 уровня. В городе Якутске осуществляет прием таких пациентов травмоцентр 1 уровня, которым является Республиканская больница номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. Из травмоцентров 2 и 3 уровня, которые базируются на уровне центральных районных больниц или ФАПов, значит, происходит транспортировка таких пациентов силами авиации или бригадами скорой медицинской помощи, если это возможно, если они располагаются близко от города Якутска. А можете поделиться, пожалуйста, актуальными цифрами в динамике пострадавших и с течением времени, с обновлением автопарка, ускорением приема помощи, как все изменилось? Меньше ли стало или все-таки есть над чем работать? Ну, вообще, в сравнении с 2019 годом, когда пострадавших при ДТП было порядка 450 человек, в 2020 году всего пострадавших было 280 за текущий год при ДТП в городе Якутске. В этом году уже за текущие 8 месяцев, по нашим данным, пострадавших 270. Но мы, анализируя эти цифры, предполагаем, что снижение травматизма было связано все-таки с пандемией, да, с изоляционными мерами, связанными с новой коронавирусной инфекцией, поэтому этим мы и определяем снижение таких, значит, пострадавших. Но, к сожалению, количество погибших на дорогах города Якутска, оно не снижается. В прошлом году, ну, по нашим данным, по городу Якутску, до прибытия скорой помощи погибло 4 пациента, и в этом году 3. Какие программы вообще есть в данный момент? Вообще есть федеральная программа по повышению безопасности дорожного движения. Поэтому мы, конечно, ее придерживаемся. Мы увеличиваем количество бригад, да, обслуживающих город Якутск. Также у нас в связи с тем, что обновился автопарк, у нас увеличилась скорость доезда до, значит, пациентов с тяжелыми травмами при ДТП. Также, конечно, другие участники движения, водители, пешеходы очень внимательно стали относиться к бригаде скорой помощи, едущей с маячком, поэтому все-таки нас пропускают, и мы достаточно быстро прибываем к таким пациентам. Поэтому я считаю, что сознательность нашего населения все-таки повысилась, ввиду того, что ну, программы, которые выходят, да, вот, ну, возможно, и ваша в том числе, да, они, значит, улучшают, значит, отношение вообще людей к скорой помощи, которая едет с маячками, потому что не исключено, что она едет как раз на ДТП, как раз тяжело пострадавшему, поэтому нас, ну, очень хорошо сейчас стали пропускать. Вот. Но также вот скорость доезда у нас увеличилась, ну, убыстрилась, вернее, в связи с тем, что дороги стали значительно лучше. Вот. Поэтому, ну, мы достаточно быстро прибываем на место ДТП и оказываем помощь, ну, очень качественно и своевременно.
А вот такой банальный вопрос теперь, как дозвониться до скорой помощи? Сейчас, значит, со всех телефонов стационарных и мобильных нужно звонить на 103. Также есть возможность позвонить на номер 112. Это служба едино-диспетчерская, которая при поступлении вызова о ДТП, о любом другом заболевании, она автоматически приходит к нам. И мы видим этот вызов, поэтому на 112 тоже можно звонить и обращаться по любым поводам. Ну и на 112, наверное, звонить эффективнее, удобнее, потому что может приехать не только скорая помощь, но, допустим, и полиция. Да, допустим. совершенно верно. Там приезжают и сотрудники МЧС, и полиция, и пожарные, потому что ДТП, они, как правило, сочетаются не только просто столкновением, да, бывает возгорание, бывает блокирование, значит, пациента в автомобиле. И поэтому иногда бывает даже, что скорая помощь, не в силах, да, оказать помощь пациенту, который зажат, например, да, в автомобиле. Поэтому обязательно требуются сотрудники МЧС, поэтому эффективно, если на 112 позвонить, и диспетчер, значит, определит тяжесть, да, пациента, также он определит требования других специальных служб, да, в том числе и пожарных, на место ДТП. Поэтому, да, они очень сильно, хорошо подготовлены и в этом плане хорошо координируют действия. А как работает авиация в оказании скорой помощи? Так, авиация обычно у нас, значит, вывозит пациентов из труднодоступных регионов, да, нашей необъятной республики. И поэтому они осуществляют порядка 50 вызовов, вылетов в центральные районные больницы для вывоза тяжелых пациентов. Уважаемые пешеходы, водители, призываю вас не садиться за руль в нетрезвом состоянии. В состоянии, когда вы принимаете лекарственные препараты, когда вы в состоянии стресса или устали. Также рекомендую вам пристегиваться ремнями безопасности. Это снижает уровень летальных случаев до 50%. Также своих маленьких пассажиров, детей, которые подлежат транспортировке в удерживающих устройствах, пожалуйста, прикрепляйте своих деток. Это снизит уровень травматизма и летальности. Также, значит, не превышайте скорость. Соблюдайте скоростной режим на всех трассах и дорогах города Якутска и нашей республики. Также не отвлекайтесь во время вождения автомобиля на телефон и переключение автомагнитолы, потому что секундное отвлечение может привести к неблагоприятным последствиям. Также оценивайте погодные условия и дорожное покрытие. Меняйте шины вовремя. Есть вещи, которым учиться никогда не поздно, а вот учиться правилам дорожного движения никогда не рано. Обеспечение безопасности дорожного движения становится все более важной задачей в государственном масштабе, и вот уже юные инспекторы дорожного движения становятся все более весомым подспорьем для сотрудников ГИБДД в их профилактической работе в образовательных учреждениях. В следующем сюжете мы узнаем, как работает этот проект и как проходит его деятельность. Дети становятся участниками дорожного движения буквально с рождения, поэтому целенаправленно организовать работу учреждений образования по подготовке детей к безопасному поведению на дорогах всегда было необходимостью. Первые отряды юных инспекторов движения сформировали вот уже 38 лет назад. С тех пор главная миссия проекта неизменна – воспитание настоящих блюстителей порядка и агитаторов за соблюдение закона. В 3-й средней школе города Якутска есть свой отряд юных инспекторов движения. Ребята помимо учебы серьезно изучают правила дорожного движения и успешно участвуют в соревнованиях. Победив на городском и республиканском этапах конкурса «Безопасное колесо», они готовятся к поездке в детский центр «Орленок», чтобы представить республику на всероссийском этапе конкурса. Юные инспекторы на зубок знают правила дорожного движения, умеют оказывать первую доврачебную помощь, отлично выступают на сцене и выполняют элементы фигурного вождения на велосипеде. Ребята высоко ценят полученные знания и с радостью передают их ребятам помладше. Мы подготавливаем разные конкурсы для детей, загадываем загадки, говорим о ПДД и обучаем их ПДД. Также в школе проводятся профилактические классные часы и даже открываются специализированные классы юных инспекторов движения, ученики которых будут верными помощниками педагогов и стражами дорог. Проект очень ответственный, поэтому школа и Центр по профилактике детского дорожного травматизма сотрудничают с управлением ГИБДД по республике Саха-Якутия. Работа
насыщенная, работа большая. Ну и от того, что мы являемся еще центром, конечно же, нужно соответствовать. Поэтому и дети, и учителя стараются на высоте участвовать в мероприятиях, разных конкурсах. Ну и я думаю, что в этом году мы дальше будем продолжать эту работу. И сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные личности проходят тест на знание правил дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. И в нашей студии сегодня ведущая, певица, организатор мероприятий Зарьяна Горохова. Сарданга Хотун. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Зарьяна. Что ж, начинаем. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Аламай Кунсаламунан. Да, давайте начнем. Что ж, первый вопрос. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Первый вариант ответа – прямо и направо. Второй – только прямо. Или третий – во всех направлениях. Так, в этом случае ответ будет прямо и направо. Первый. Кто должен уступить дорогу? Первый вариант. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности. Второй вариант ответа – водитель, намеревающийся начать движение тротуара. Или третий вариант ответа – водитель, намеревающийся остановиться у тротуара. Так, кто должен уступить дорогу в данной ситуации? Водитель, намеревающийся остановиться у тротуара. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить разворот в этом месте? Первый вариант. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств. Второй вариант. Запрещено. Или третий вариант. Разрешено. Так, а разрешено ли выполнить? В данном случае ответ будет запрещено. Второй вариант. Хорошо, мы запрещаем. И движемся дальше. По какой траектории вам разрешается продолжить движение? Только по траектории А, только по траектории Б или по любой из указанных? Ответ будет второй, только Б. В данном Хорошо, случае. Мгм. только Б. Принимаем. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Первый вариант – нельзя. Второй вариант – можно. Или можно, если вы управляете легковым автомобилем. Ответ будет нельзя, первый вариант. Принимаем вариант ответа «нельзя». Этот дорожный знак предупреждает: первое – о приближении к скользкому участку дороги. Второе – о приближении к мокрому или загрязненному участку дороги. Или третье – о приближении к участку дороги, где возможен выброс гравия из-под колес. Так, да, скорее третий ответ. Хорошо. Следующий вопрос. В каком направлении вам разрешено движение? Только налево и в обратном направлении, прямо налево и в обратном направлении или в любом? Регулировщик, ну, естественно, мы идем налево, а в этом случае будет прямо, налево и в обратном направлении. Второй ответ. Хорошо, принимаем второй вариант ответа. Следующий вопрос. В данной ситуации вы, опять внимание на картинку, на знак. Первое. Должны остановиться у стоп-линии. Второе. Можете при отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки. Или третье. Должны остановиться у знака. Должны остановиться у знака. Третий. Какие из указанных знаков информируют о том, что на данной дороге действуют требования правил, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах? Только знак А, только знаки А и Б или все, учитывая знак В? Почему-то я не хочу вот третий вариант оставлять, но думаю, что это ответ 2, А и Б. Хорошо, мы принимаем вариант ответа. И наш последний вопрос. Разрешено ли вам ставить автомобиль на стоянку в этом месте по четным числам месяца? Первое – запрещено. Второе – разрешено. Или же разрешено только после 19 часов вечера? Разрешается, но только после 19 часов. Надеюсь, я не ошиблась. Хорошо, мы принимаем вариант ответа. Хорошо, это был наш последний вопрос.
Заряна, вопросы действительно были нелегкие. Я надеюсь, вы с ними справились, а точную оценку вам даст сейчас наш эксперт, преподаватель учебного центра «Фаворит» Егор Никифоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Будем проверять ответы нашей гости Заряны. Первый вопрос. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Заряна ответила правильно. Ответ будет прямо и направо. На второй вопрос Заряна, к сожалению, неправильно ответила. Должны здесь уступать дорогу водитель, который будет начинать движение от тротуара. У Заряны был третий вариант. На этот вопрос Заряна ответила правильно. В местах остановок маршрутных ТС разворот делать запрещается. На этот вопрос тоже Заряна правильно ответила. Должны поворачивать направо только по траектории П. Так, следующий вопрос. Можно ли вам дальше двигаться по левой полосе? Заряна ответила правильно. Нельзя дальше двигаться, только по правой полосе можно двигаться. На этот вопрос Заряна ответила правильно. Знак предупреждает о приближении к участку дороги, где, возможно, будет выброс гравия щебня из-под колес. Третий вариант. На этот вопрос Заряна тоже правильно ответила. Регулировщик в этом случае разрешает нам двигаться в любом направлении, но с этой полосы направо двигаться нельзя, поэтому можно прямо, налево и в обратном направлении. Так, на этот вопрос Заряна неправильно ответила. Должны были мы останавливаться у стоп-линии. Разметка есть стоп-линия, и там должна остановиться. Первый ответ. На этот вопрос Заряна правильно ответила. Населенный пункт начинается со знаков А и Б. Только знаки на белом фоне будут говорить, что у нас тут начинается населенный пункт. Второй ответ. На этот вопрос Заряна неправильно ответила. Стрелка у нас, машина показана, стоит до знака. До знака знак на нас не действует, поэтому просто так и разрешено. Второй ответ должен был быть. В итоге Заряна ответила правильно на 7 вопросов из 10. Довольно хороший результат. Спасибо. Спасибо, Егор. Спасибо вам, Егор, Спасибо. за объективную оценку. Желаю, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Пристегивайтесь. И в связи с эпидемиологической ситуацией тоже просим носить маски. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Джаллах болун. Вот и наша передача подошла к концу. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в новых выпусках.